наступает день, когда из школы уходить пора. Прочь грусть и праздник, чтоб начать. Ребят, пора нам приглашать.
4 долгих учебных года. Позади неудачи и трудности. А помните ли вы, как все начиналось? Какими мы робкими и несмелыми были, когда впервые пришли в школу? Помните, как учились садиться за парту и красиво вставать? Как получали первые в своей жизни ответки? Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков. С теплых маминых рук учитель взял твою руку. Он вел тебя в первый класс, торжественно и почтительно. Твоя рука и сейчас в руке твоего учителя. Да, были светлые денечки, как в торжественную тот час, каким-то радостным волнением мы поступали в первый класс. Мы помним тот звонок веселый, что прозвенел нам в первый раз, когда пришли с цветами в школу, в наш самый лучший первый класс. Мы были все смешными малышами, когда вошли впервые в этот класс и, получив тетрадь с карандашами, за парту сели первый в жизни раз. Садясь за парту осторожно, чтоб школьной формы не измять, мы буквари свои раскрыли чистую тетрадь. Самый трудный первый класс. Всех труднее первый класс, потому что в первый раз. Олимпиады и концерты, и сказок волшебства поток. Все вместе мы творили с вами, и каждый здесь горел, как мог. Весенний праздник или осенний, или возле елки хоровод. Вот так и крепла наша дружба, мужал наш творческий народ. Честь школы тоже защищали. Мы вместе, где бы ни пришлось. И в творчестве, и в физкультуре. Средь первых места нам нашлось. Да, было время золотое, как ветер быстро пронеслось. Его мы будем долго помнить, в сердцах она отозвалась. Нас все учебою пугали, а мы, как видите, смогли, усвоив знания, что нам дали, до выпускного доползли. Мозги уж пламенем пылают, а знания лезут из ушей. Мы не забудем нашу школу и всех ее учителей. Помнишь, как все начиналось? Первый раз, первый класс. Нас привели в школу мамы, шли
какой он есть. Вторым домом для нас является гимназия. 4 года назад мы пришли в этот дом, где вместе нам было хорошо. Каждый из нас положил кирпичик в строительство этого дома. Ну а каждый дом держится на фундаменте. Вот и наша гимназия держится на крепком фундаменте. Это те люди, которые заботились о нас, учили и воспитывали. Ты когда узнал, кто у нас в школе самый главный? На второй день 1 класса. Так быстро? А что? Ничего. Ну и кто же? Повар, конечно. А вот и нет. В одном из кабинетов найден предмет коричневого цвета. В нем записи о расходе электроэнергии и совещаниях и предсоветах. Здесь же решена задача о перемещении учащихся всех классов по всем урокам, по кабинетам школы. А это все говорит о том, что владелец работает электриком, кассиром, учителем, воспитателем, то есть отвечает за все учреждение. Так что это за предмет? И кто его владелец? Так это же записная книжка директора школы. Наших чувств нерастраченных чашек, и живое дыхание весны, и любовь, и признательность нашу адресуем директору мы. Наша забот, тревога, печаль вы непременно всегда замечали. Сколько не видели вас на работе, вечно вы в поисках, вечно в заботе. Мы вам желаем такой оставаться и ни за что никогда не меняться. А завучем, как тяжело составить расписание. Задумался кто-нибудь хоть раз. Здесь надо все предусмотреть заранее. Предмет, программу и, конечно, класс. Но знаем мы с работой этой группы, вы справились, конечно же, опять. И сделали даже невозможное, чтобы в школе двигаться вперед, а не стоять. Музыка для нас как день рождения. С радостью идем мы на урок. Ведь она для нас не просто пение, это и приз, и счастье, и урок. Вера Евгеньевна, научили нас искусство понимать и отличать красу и музыку творения. Певцов и композиторов теперь мы слушаем с великим удовольствием. Этот предмет предназначен для владения словами на непонятном языке. В нем много разных слов. При помощи этого предмета можно общаться в других странах. Что это за предмет и кто его хозяин? Мы французский изучали, научились все читать, и в процессе наших встреч совершенствовали речь. Языки иностранные довольно-таки скромные. Зубришь транскрипцию. Ничего в мозгах. А нам не нужен максимум. Нам нужен только минимум, чтобы прочитать наш легкий на импортных штанах. Французский дружно изучали, старались изъясняться и писать. Ах, как же трудно нам порой бывало переводить, читать, рассказы по-французски составлять и даже петь. Thank you.
вокруг, но попробую отыскать то, что надо прочитать. Вот придет библиотекарь, кинет оком в картотеку, вот рассказы, вот стихи, по мановению руки. Как самому близкому другу Людмиле Константиновне шлем мы привет, от чистого сердца желаем вам долгих и радостных лет. Спасибо всем, кто нас учил, лечил, кто охранял нас и кормил, кому бежали мы в припрыжку взять нужную к уроку книжку. Благодарим за доброе внимание и за заботу каждый день и час, за теплоту, любовь и понимание, за все, чему вы научили нас. Мы говорим вам огромное спасибо. Мы учились читать и считать, учились дружить, учились жить по строгим школьным правилам. Сегодня нам и грустно, и радостно. Почему грустно? Грустно потому, что осенью мы больше не придем в свой класс, к своей учительнице. У нас будут новые учителя, а к ней придут новые ученики. Радостно, потому что мы все повзрослели, многому научились. Да, трудно было начинать, но многое позади. И теперь любое задание нам по плечу. Вот что мы можем вам рассказать об этих годах. Мы закончили 4 класс и перешли в 5. За годы обучения в начальной школе каждый средний подрос на 15 сантиметров и поправился на 10 килограммов. За 4 года обучения мы проучились в среднем 3220 уроков. Выучили десятки правил, решены сотни задач и тысячи примеров. Множество научных фактов засели в наших головах, а некоторые до сих пор там не умещаются. Исписано около 3600 тетрадей, и не каждая показана родителям. Возьмемся за дело, делу не сдобровать. Любители поговорить с соседом по парте. Ссоримся и тут же миримся. Самый любимый день недели – воскресенье. Любимое время года – лето. Обожаю писать записочки. Головная боль и радость Жанны Ивановны. Все наши ученики такие шустрые, шумные, веселые. А еще какие? Красивые, Спортивные, смелые, активные, сообразительные. любознательные. В общем, Очень привлекательные. В нашей начальной школе все будут помнить нас. С первым шагом пошли мы в самый первый класс. Новенькие костюмы, беленькие банты, маленькие такие, это были мы. Здесь учили нас читать.
что? Да вот у меня никак не получается. Может, вместе попробуем? А? Это можно, только погоди, тетрадь разыщу. Подумаешь, дело, сочинить такое предложение, чтобы слово «рожь» стояло в творительном падеже. Да это каждый дурак сможет. Ты сначала сделай, а потом говори. Перво-наперво эту рожь надо просклонять. Ну, давай. Именительный падеж. Кто что? Рожь. Родительный падеж. Кого чего? Ржи. Ты это мне говоришь? Ржи. Тебе, конечно. А кому же еще? Ты не дразнись лучше. Я тебе не лошадь. Сам ржи, если хочешь. Вот чудак. Ведь я не нарочно. У меня само так получилось. Ну ладно, пойдем дальше. Дательный падеж. Кому чему? Ржи. Ты опять? Если тебе что-то не нравится, бери и склоняй сам. Ну и просклоняй. Винительный падеж. Кого что? Ржи. Вот сам говоришь, что ржешь, а на меня обижаешься. В общем так, самый нужный падеж остался. Творительный падеж. Кем, чем? Ну, чем? Ржой. Чем же еще? Такого слова нету, чтобы ржой. Уж складнее выходит ржою. Слушай, Антон, а ты знаешь, что такое рожь? Я никакого ржоя в жизни в глаза не видел. Это, наверное, и слово не русское. Да, с этим ржоем нужно вот какую голову иметь, как у слона. Слушай, Антон, а давай у Аньки спросим. Может, она знает? Хорошо, сейчас ей позвоню. Алло, Наталья Викторовна, здравствуйте. Анечка дома? Хочу узнать домашнее по-русскому. Анька, привет! Ты задание по-русскому сделала? А ты знаешь, что такое рожь? Это точно? Ну, пока. Анька говорит, как будто рожь – это растение, из которого черный хлеб делают. Ведь черный хлеб еще ржаным называют. Во врет! Это она назло, за то, что я ее в школе за косы дергал. Ты сам подумай, хлеб-то ржаным называют, а не рожечным. По Анькиному выходит, что орловский хлеб из орлов делают. А хотя, знаешь, всякий хлеб у нас в городе на пекарне из муки делают. Ну и вообще, ну эту рожь спишем завтра у кого-нибудь.
Алексей, ты почему на урок опоздал? Учиться никогда не поздно. Я проверила ваше сочинение. Саша, просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок. Почему один? Вдвоем с папой. Тебе всегда папа помогает? Нам всем папа помогает. Да? А вот у Лизы в сочинении ни одной ошибки. Скажи, Лиза, кто помогал твоему папе? Да, ему помогала мама. У тебя, Вова, замечательное сочинение. Но почему оно не закончено? Папу срочно вызвали на работу. Егор, признайся, кто писал тебе сочинение? Я не знаю, я рано лег спать. Сейчас мы проверим ваше домашнее задание. Кто первый пойдет отвечать, тому поставлю на балл выше. Я первый пойду отвечать, ставьте мне сразу 3. Мирон, определи род слов. Стул, стол, носок, чулок. Стол, стул, носок мужского рода, а чулок женский. Почему? Потому что чулки носят только женщины. Вова, ты почему ешь яблоки на уроке? Прекрати сейчас же. Жаль терять время на перемены. Кстати, а почему тебя не было вчера в школе? У меня вчера заболел старший брат. А ты тут при чем? Я ездил на его велосипеде. Мое терпение лопнуло. Завтра без отца в школу не приходи. А послезавтра? Мирон, придумай предложение с обращением. Верника Артему звонок. Учитель поставил кляксу в журнале на самую главную страницу. И я сама видела. Вот бы на мою единицу. Вот бы на мою двойку. Ой, только бы не на мою тройку. Возьмите меня в ваш класс. Вписываешь? Нет. Болтаешь? Да что вы?
экономить на новый лад. Не верите? Не верим. Так проверьте. Называйте мне начало пословицы, а я ее буду вам по-новому оканчивать. Кашу маслом не испортишь. Сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в диктанте. Кто ищет, тот всегда найдет. Подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в тетрадь к соседу. Дружба и братство дороже богатства. Воскликнул вежливый, опрокинув на перемене в буфете стакан чая у своего товарища. Копейка рубль бережет. Подумал экономный и не решил сдавать деньги на подарки девчонкам к 8 марта. Много будешь знать, скоро состаришься. Решил спокойно, получив очередную двойку на уроке. Делу время, потехи час. Сказал веселый, уматывая с уроков домой. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Воскликнул заботливый, толкнув своего друга в лужу. Время – деньги. Решил рассудитель, который отправился на футбол вместо того, чтобы выполнять домашние задания. А у меня в портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке, а все шагают тут и там, и просто так. И подняла авось и дома номер 20, автобус номер 2, и пароход издалека, там почему-то два гудка, а ноги тащатся едва. Ноги тащатся едва, и опустилась голова, как голова у цифры 2. Ой, батюшки, мой свет, силушки уж моей нет. В доме полный горора, здесь портфель, а книжки там. Как воспитывать мужчин? А скажи, как 100 причин? Сразу мне дадут ответ. Нету правды и слов нет. Ну а ты, отец, что скажешь? Может быть, ты мне расскажешь, почему наш сын бездельник? Почему он в понедельник аж 3 двойки получил? В классе он окно разбил, за уроки не садится, сын во всем всегда ленится. Отвечай же, почему? Разогреем их лучше ужин, ты остынь, не приставай. Вот террас, вот наказание. А когда за воспитание сына нашего возьмешься? Делом ты когда займешься? Скажи, каким ты делом? Ты сама куда глядела? Вот он я, а вы не знали. Мы тут что, мы мяч гоняли. Не клади лапшу на уши, не рассказывай, прошу. Почему под стулом книжки? Почему дыра в штанишках? Ну-ка быстро отвечай, ну-ка быстро мне дневник давай. Мам, что случилось с папой? Папе шеф не дал зарплату. Ты не умничай, прошу. Вот, держи, не понимаю. Новая, что ли, там какая? Как всегда, одно и то же. Знаете, как в школе сложно. Умножение, деление, скукота, нет терпения. Что у нас там с поведением? Снова ждать мне огорченья? Лучше всего не лежа. Сын зарезал без ножа. Мать, ты полюбуйся, на страницах только бойкие единицы. Значит, будешь ты наказан. Да, чуть что наказан сразу. Так, гулять ты не пойдешь. Заниматься день и ночь. А иначе я тяну ремень, и из тебя я выгоню. Ясно. Сразу заремень. На самом деле, как не лень. Я бы отменил все школы. Надоело мне учиться. Нужно, братцы, мне жениться.
сплошные двойки. Где разнообразие? Когда же я принес разнообразие, она опять кричала: безобразие. Есть в зале те, кто дорог бесконечно. Их не было, здесь не стояли мы. Кто помогает нам советом и надеждой. Всегда вы рядом, и сегодня с нами вы. Ребята, 4 года, изо дня в день, из урока в урок. Вместе с нами учились и наши родители. Они волновались, возможно, больше нас переживали за наши неудачи и радовались вместе с нами нашей победы. Они сейчас, здесь, в этом зале. Давайте вместе скажем родителям огромное спасибо. Первый раз вели нас маму в первый класс. За руку маму держались, чуть-чуть немножечко. Мамы, милые, добрые мамы, вам хотим мы спасибо сказать за заботу, за то, что вы с нами, все готовы контрольные сдать. Мы с класса в класс переходили, набирали знаний и росли, чему нас в школе научили, вы все осилить помогли. Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. Наверное, за то, что дышу и мечтаю, и радуюсь солнцу, и светлому дню. За это тебя, я, родная, люблю. За небо, за ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. А вот и папам нашим слово. Быть может, вам оно не ново. В дневник заглядывайте чаще и в школу приходите к нам. Хоть иногда смените маму, хоть месяц раз, нужны вы нам. Родители, родное это слово, для нас нет ближе матери, отца. Глаза пусть ваша радость нам подарят, а грусть исчезнет с вашего лица. Родителей мы всех благодарим за их заботы и тревоги. В душе мы вас боготворим и вам спасибо говорим. Мы любим вас, родители родные, вы есть источник всех.
присоединиться к словам, которые сказали ваши дети. Мне хочется продолжить слова благодарности за то, что вы, за ваше терпение, за ваше понимание, за ваш труд, за наше сотрудничество, за то, что вы мне помогали в течение таких долгих и коротких 4 лет добиться тех результатов, которые вот мы сейчас добились и имеем таких учеников, выпускников, которые у нас сейчас есть. Вы знаете, нам есть чем гордиться. У нас стабильно 4 отличника. Могла бы быть даже и 5. Я очень рада. У нас 17 учеников из класса заканчивают начальную школу на 7 и 10. Мне очень жаль отдавать в среднее звено вот то, что уже слепило. Конечно, чтобы был урожай, надо сначала посеять. И я считаю, что, в общем-то, я потрудилась, я посеяла. Ну вот урожай придется собрать вам, но очень хочется, чтобы урожай вырастили хорошим, и, в общем, и погода была, и почва благоприятная. В общем, родители мои дорогие, вы в течение всего 4 лет помогали, все помогали как могли. Но есть особенно отдельные родители, которые все 4 года нам делали быт для наших детей, помогали, участвовали в разных мероприятиях, готовили поездки. Поэтому вот вам всем огромное мое спасибо. Вот, а некоторым мне хочется и от стороны администрации вручить слова благодарности, так сказать, на бумаге. Итак, объявляется, выражает, значит, благодарность Байковой Анне Степановне и Байкову Олегу Михайловичу за проявленный интерес, инициативность и активное участие в жизни класса, гимназии и своей собственной дочери. Василию Николаевичу Сергею Анатольевичу, замечательная девочка, ведущая. За проявленный интерес, активное участие в жизни класса и гимназии. Михаилу Михайловичу. Это у нас все слайды, вот все, что вы видели, снимки, это Арнатуричу Оксане Федоровне, Арнатуричу Геннадию Анатольевичу. Это наш ремонт нашей мебели, благосостояние нашей квартиры, так сказать. Картон Марине Игоревне и картон Максиму Васильевичу. Интерес к нашей гимназии. Так, ну что ж, дорогие мои. Да, ребята, теперь очередь дошла и до вас. Знаете, ребята, я тоже помню тот звонок веселый, что прозвенел нам первый раз. Казалось, 4 года это так много. На самом деле прилетели они так быстро, незаметно. И вот вы переходите, уже можно сказать, перешли в 5 класс. Конечно, у нас было разное, но мне очень хочется, чтобы в вашей памяти остались только самые приятные моменты, а их было очень много, о нашей жизни в начальной школе. И вот сегодня я должна прочитать вам наказ. Ну, попробую. День сегодня необычный. Перешли вы в 5 класс. Уроки средней школы. Я даю вам свой наказ. Много лет еще учиться и всегда прилежным быть. И в 11 классе все медали получить. Но для этого вам надо все учить, все
всегда все знать. И терпение педагогов лишний раз не проверять. И директора внимания лишний раз не привлекать. А то вдруг да маму с папой пожелает повидать. А такой экстрим уж слишком. Это явный перебор. Не на чай зовет с блинами, на серьезный разговор. Помните о школьном братстве и о том, что вы, друзья, выручайте, помогайте, ведь наш класс – одна семья. Наши милые девчонки, вам желаю всей душой быть хозяюшками в классе и беречь его покой. Вам же, сильный пол, хотелось тоже пару слов сказать. Вы не зря у нас мальчишки. Вам, девчонок, защищать. И осталось вам напомнить, вот о чем еще сейчас. О родителях, о ваших. Ближе друга нет у вас. Им рассказывайте смело каждый маленький секрет. И поверьте, мама с папой лучший вам дадут совет. Провожаем вас, ребята, мы сегодня в 5 класс. Нам радостно и больно. И тут если у нас уходите, не грустите. Вы в душе у нас всегда. А еще вы приходите. Пусть не часто. Иногда. Я бы сказала, что у нас мы имеем очень хорошие результаты. Я, конечно, ребята, вас учила не только читать и писать, а я вас учила понимать друг друга, находить какие-то решения из разного спора, в общем, дружить между собой. Ну, я хочу сказать, у нас не получилось. И поэтому я с гордостью сейчас хочу сказать, что у нас на отлично закончили начальный класс, начальную школу. Это следующее. Картун Мирон. Высокие результаты в учебе, активную работу на учебных занятиях, любознательность, внимание и упорство в достижении цели, примерное поведение, активное участие в жизни класса. Аня, за добросовестное отношение к учебному процессу, высокие результаты в учебе, активную работу на учебных занятиях, любознательность, внимание и упорство в достижении цели, примерное поведение, активное участие в жизни класса. Также вручается им диплом. Хочу пригласить на Капчик Валерию и тоже наградить ее грамотой за добросовестное отношение к учебному процессу, высокие результаты, активную работу на учебных занятиях, любознательность, внимание, упорство в достижении цели, примерное поведение, активное участие в жизни. За добросовестное отношение к учебному процессу, высокие результаты в учебе, активную работу на учебных занятиях, любознательность, внимание, упорство в достижении цели, примерное поведение, активное участие в жизни. Которая вот неожиданно уже есть этот потенциал, у нее есть у этой девочки, это Мелешко Полина, которая закончила восьмерочкой. Спасибо, Полина. Учащемуся 4 класса Балабанову Илье за добросовестное отношение к учебному процессу, стремление учиться лучше и активное участие в жизни класса. За хорошую работу на учебных занятиях, стремление учиться лучше, примерное поведение, активное участие в жизни класса. За добросовестное отношение, за стремление учиться, за примерное поведение, активное участие. За добросовестное отношение, стремление учиться лучше, примерное поведение и активное участие. За добросовестное отношение, хорошую работу и активное участие в жизни.
активное участие. Требует за добросовестное отношение к учебному процессу, старание, упорство в достижении цели, переживает за все свои отметки до слез. Примерное поведение, активное участие в жизни класса. Добросовестные отношения, аккуратные тетрадки, самые лучшие тетрадки, аккуратно, самый лучший почерк. За хорошую работу на урок, примерное поведение, активное участие в жизни класса. За добросовестные отношения, трудолюбие, старание, примерное поведение, активное участие в жизни класса. За успехи в учебе, стремление учиться лучше и активное участие в жизни класса. У него была проблема с математикой, он с ней справился, и итоговую контрольную он сделал на 8. Молодец. Сукач Вероника. За добросовестное отношение, старание, стремление учиться лучше, примерное поведение, активное участие в жизни класса. За добросовестное отношение, трудолюбие, старание, примерное поведение, активное участие. За успехи в учебе, стремление учиться лучше и активное участие в жизни класса. Ивановой Алине за добросовестное отношение, стремление учиться лучше, примерное поведение, активное участие в жизни класса. За хорошую работу на учебных занятиях, стремление учиться лучше и активное участие в жизни класса. Не подавляйся, герои своей семьи. Отношение к учебному процессу, активную работу на учебных занятиях, старание, упорство в достижении цели, примерное поведение, активное участие в жизни класса. Она очень любимое занятие у нее, это конный спорт. И даже сегодня, после занятия, она поехала, покаталась на своей лошадке, приехала, все успела сделать и здесь. Так, Черняк, за добросовестное отношение, за стремление учиться лучше, активное участие в жизни класса. Лукашенко, Макаров, за стремление учиться лучше, активное участие в жизни класса, а над всем остальным мы поработаем. Ну вот, глядя на эту красоту, в общем-то, мне не стыдно. Я хочу сказать, я свою работу. Нет. Так. Пожалуйста, у них еще есть финальная список.
Спасибо вам за концерт. Вы сегодня замечательны. Мы смотрели на вас и любовались. Вы первые ученицы. Как вы хорошо читали стихи, какие тексты вы замечательные выучили, даже не подглядывали своих галочек. Я восхищалась. Я думаю, родители тоже восхищались. Поэтому вам браво! Уважаемые родители, сегодня, наверное, самые теплые слова заслуживает руководитель, учительный начальник класса, которая 4 года, безусловно, столько сил, энергии, здоровья, скажем так, отдала своим любимым детям. Сегодня она плачет, потому что, знаете, вот как, и мы тоже иногда плачем, чаще всего плачем, потому что очень больно прощаться с ребятами. Но мы, администрация, мы радуемся, потому что мы замечательных детей получаем в среднюю школу. Поэтому я хочу вас поздравить, вас прежде всего, с тем, что ваши ребята закончили первый этап обучения, это начальная школа. И пожелаю, чтобы, конечно, и в среднем звене, в средней школе они радовали нас своими успехами. А самое главное, чтобы они были здоровы и счастливы. Ну а учителю огромное спасибо за это. Ребята и взрослые, я хочу поблагодарить Елену Георгиевну, которая сегодня вот так предложила свою помощь, очень кстати. И с нами присутствовала на репетиции. Вот этот танец, который вы видели, вот она ее поставила. И сегодня вот сидела за тобой. Поэтому Елена... Конечно, от лица всего родительского состава, ой, волнуюсь и не знаю даже, как выразить вам благодарность за наших детей. Сложно, наверное, оценить тот факт, который вы сделали. Сложно, наверное, измерить благодарность, которую мы всего принимаем, которую хотим вам сказать. Пускай этот день радует вас. Это наша любовь, проявление нашей любви. Спасибо вам за детей. Огромное спасибо. Я думаю, что лучшей наградой будет для вас это гордость в средней школе. Да, конечно. И чтобы они вот такие же были успешные, как вы. Да, чтобы они не растеряли это чувство стремления, чувство быть лучше. И, наверное, чтобы у них все получилось. Огромное вам спасибо. Так, ну вот на этом наш праздник прощания с начальной школой подходит к концу. Поэтому, вот как всегда, селфи. Кто хочет, выбирайте себе, хватайте учителей, пока еще не разошлись. И вот для памятного фотоснимка.